День солидарности в борьбе с терроризмом – дата, связанная с трагическими событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года. Каждый год этот день отмечается в России как напоминание об уязвимости общества перед этим мировым злом и о сплоченности общей борьбе с этим страшным явлением. Это самая новая памятная дата в нашей стране, установленная федеральным законом о Днях воинской славы России от 6 июля 2005 года. Сегодня весь российский народ един в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и международному, не допустить разрастания этого преступного безумия. С учетом сегодняшней ситуации, прошу органов правопорядка, в первую очередь, Александр Георгиевич, органы МВД, усилить на всех направлениях и перемещения, и на постах, и бронежилеты, и каски. То есть все, хватит расслабляться. Усиление во всех направлениях, в том числе по общественно-политическим мероприятиям, по всем делам. Просто усиление. Да, я понимаю, что сил средств не хватает в усиленном режиме работы, но давайте продумайте все вопросы. И усилить перемещение, особенно в ночное время. Весь автотранспорт и все остальное. Обязательное условие терроризма – резонанс террористической акции в обществе. Это необходимо террористам для изменения общественных настроений. Теракты воздействуют на массовую психологию. Террористические организации демонстрируют свою силу и готовность идти до конца, жертвуя как собственными жизнями, так и жизнями жертв. Для них нет ничего святого. Если им когда-то скажут, их там, так называемый Амир, они мать родную убьют. Это такие люди. Им назвать своего отца, свою мать, там, своего брата там, мунафиком, муртадом, это 5 секунд они это быстро делают. Террорист громогласно заявляет, что в этом обществе, в этом мире есть сила, которая ни при каких обстоятельствах не примет существующий порядок вещей и будет бороться с ним до победы. Но с другой стороны, в настоящее время во всем мире активизируется антитеррористическое движение, повышается уровень знаний, чтобы решительно противостоять террору всех мастей и не допустить ни второго Беслана, ни второго 11 сентября. Они, конечно, делают это сознательно, и нужно понимать, что это наши враги, то есть враги мира, враги государства, враги этого народа. К сожалению, ингушский народ тоже не понаслышке знаком с этим злом. Руководство республики совместно с силовыми структурами проводит целый комплекс мероприятий на снижение и искоренение террористической деятельности в регионе. Да, вот нам сказали, вот там круто, вот там это. Мы пошли, чистили картошку, обслуживали этих бандитов. Они их оттуда не выпускали, оружие не давали. То есть проверяли, вот через это пропускали. И готовили из них там материал, который должен там только выйти, где-то взорваться. Борьба с террористическими проявлениями в республике, к сожалению, не обходится без потерь и со стороны тех, чьим призванием в жизни служит защита чести и достоинства своего народа. Так, ровно год назад, по дороге на работу ранним утром, неизвестными был убит секретарь Совета Безопасности Ахмед Катиев. Верный сын ингушского народа, хороший друг для коллег и ответственный исполнитель. Он выехал в этот день на работу. Не доезжая до Чулков, случилась эта трагедия. Это трагедия для республики, для народа. И самое тяжелое для нас – это то, что мы не знаем, кто это сделал и за что. В любом случае, это сделал человек, у которого нет веры в Бога. А Ахмед был человеком добросовестным, выполнявшим свой долг перед народом. Смерть Катиева стала полной неожиданностью не только для тех, кто его лично знал, но и для всего ингушского народа. Рабочая деятельность Катиева заключалась не столько в координации силовых структур, сколько в разрешении судеб молодых ребят, которые по различным причинам уходили в бандподполье. При его непосредственном участии много молодых парней вернулось к мирной жизни. Путь, по которому шел Ахмед по жизни, был путь мужчины. Трудно найти такого правильного и честного человека, как Ахмед. Нападение на Катиева было дерзким, однако возмездие не заставило себя ждать. Преступники были обнаружены и ликвидированы при оказании сопротивления властям. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров лично контролировал ход расследования преступления. Бесспорно, мы можем говорить громкие слова, но все наши слова были подкреплены делом до сих пор. Прошу и сейчас наши слова, чтобы не остались пустым звуком по отношению к тем мерзавцам, негодяям, которые это покушение совершили. Не только исполнители, но и заказчики этого преступления. И всех,
кто слышит, я думаю, что сегодня и завтра это будет показывать по телевизору, всех, кто этих бандитов пригрел, ждет такая же участь, независимо, кто бы он ни был. Возбуждено уголовное дело по данному факту по следующим статьям. Значит, по статье 277, это посягательство на жизнь государственного деятеля, 317 посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и 222 часть 2 незаконный оборот оружия. Основная версия, значит, связана со служебной деятельностью для дестабилизации обстановки в республике. Наиболее широкий общественный резонанс террористические акты получили в Ингушетии 10 лет назад, во время нападения на служителей закона. Этот период по праву вошел в историю ингушского народа как один из самых кровавых. Наверное, тяжело найти семью, чьи двери в ту ночь не постучала бы смерть. Только так можно сказать об этом дне. Мать лишилась сына, жена мужа, сестра брата. Семью Ханиевых эта трагедия не обошла стороной. Любимый сын погиб в ту злосчастную ночь, оберегая покой жителей республики. Вместе мы всегда вечером собирались после работы, сидели, обсуждали вопросы. Вечером, вот перед этим, раньше день, мы все собрались у матери, сидели и обсуждали. Говорит, я, говорит, завтра утром поеду на работу, возьму отпуск и целый месяц будем отдыхать. Беседовали. Он никогда вот никого не обижал. Маленькие дети, все за ним ходили, когда он общался с всеми. У него больше было настроение с детьми, чем взрослыми. Уважительный парень был, очень хороший. Все уважали его, любили. В ночь с 21 на 22 июня внезапно было атаковано здание МВД республики и федеральный погранотряд в городе Назрань. Атакам подверглись здания РОВД в Карабулаке и в станице Орджоникидзевской. В общей сложности было атаковано около 15 правительственных зданий. К 4 часам утра 22 июня федеральные войска стали подтягиваться к городу Назрани и выбивать боевиков из города. Абукар был мне двоюродным братом. Я его с самого рождения помню, он маленький передо мной был. Он очень хороший, очень уважительный парень был. Хорошими обычаями, с соседями, родными уживался очень хорошо. Свидетели нападения сообщили о том, что большинство из нападавших носили маски. Все они были в камуфляжной форме, аналогичной той, что носят бойцы федеральных структур. Боевики патрулировали улицы Назрани, установили блокпосты, останавливали транспорт, просили предъявить документы. Все, кто предъявлял документы сотрудников силовых структур, расстреливались на месте. Где-то минут 5 они вели так беспорядочную стрельбу. Ну, упор расстреливали машину. Ну, разумеется, у нас машина загорелась. А когда мы подъехали, мы просто не заметили, было темно, час 11-12 часов ночи. И фонарей там тоже не было, как сейчас. Потом я пригляделся, там еще стояло пару машин тоже сгоревших. Мы просто не заметили эти машины. Мы не знали, что они там есть. В результате нападения боевиков погибло около 100 человек. Большинство погибших составили сотрудники правоохранительных органов. Среди убитых оказался исполняющий обязанности министра внутренних дел Ингушетии Абубакар Костоев. В ту ночь, несмотря на массированные нападения преступников, многие сотрудники, которые находились на дежурстве, проявили себя с самой лучшей стороны. Ни один объект, ни один отдел не был сдан преступнику. Даже спустя 10 лет родственникам погибших сотрудников правоохранительных органов кажется, что это было как будто вчера. Душевная боль до сих пор не угасла в их груди. В двух словах объяснить-то невозможно. Это бесконечно можно про эту ночь говорить, договорить. По-моему, и слов не хватит. Я не знаю, что это за люди были. Скорее всего, не люди они были, что они стреляли.
Ты знаешь, когда противник у тебя есть, знаешь, кто стреляет, а тут ни свои, ни чужие, не знаешь, откуда выстрелит. Еще одна семья, в чьи двери постучалась беда, это семья Датмурзиевых. Никто даже в кошмарном сне не мог себе представить, что их сын больше не обнимет свою мать и не поприветствует отца. Это утро было обычным. Он, как всегда, утром ушел на работу. Он работал в Карбулаке, ОМОНе, прапорщиком. Он 7 лет там проработал. Он очень любил свою работу. В ту ночь я ему не смогла дозвониться, когда началась вот эта стрельба, все это. Я ему звонила, телефон не отвечал. На следующее утро, 5 часов утра, мы выехали искать его. Искали и в больницах, и в отряде ОМОНе его искали. Первое время мне лично никто не говорил, что он был ту ночь на выезде. Мы поехали, нам сказали, что очень много раненых перевезли в Владикавказ. Я с сестрой поехала туда. В это время его опознали среди погибших, сгоревших. Важно помнить, что беда не бывает чужой. Мы должны осознавать, что для победы над негативными явлениями нужно прилагать общие усилия. Те трагические события, которые произошли в нашей республике, в этих событиях умерли или погибли действительно патриоты своего народа, действительно верующие Всевышнего Бога и Аллаха. Умерли те достойные ребята. Я их лично в большинстве знал, общался. Я не ошибусь, если я скажу, что ушли лучшие из лучших. Распоряжением правительства Ингушетии от 10 декабря 2013 года в республике утверждена государственная программа укрепления межнациональных отношений и развития национальной политики на 2014-2016 годы, в которую включена региональная программа профилактика терроризма и экстремизма в качестве подпрограммы. Ответственным исполнителем указанной подпрограммы является Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии. Объявлен конкурс на лучшую журналистскую работу по освещению профилактики экстремизма и терроризма. В конкурсе могут участвовать журналисты электронных и печатных СМИ Республики Ингушетия, а также предусмотрена номинация для представителей благосферы Республики Ингушетия. Во всех общеобразовательных учреждениях созданы правовые уголки по антитеррористической тематике. Только толерантность и взаимоуважение позволят предупредить распространение терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе.